заходим противодействие. Я ще раз усіх вітаю. Сьогодні ми зайшли у будинок суда ровно о 14 годин. Весь зал зайнятий міліціянтами. І ще до того, коли ми війшли у будинок, я зняв в окно, що там в залі посідження вже були люди. Добок, ви бачите, що замість того, як зробити процес відкритим, здійсняється нечто незрозуміле. Тобто процес робиться закритим. І громадськість туди не може попасть. Ось іде один з босів УВД, Спадар Войтович, зі своїм сябром, чехтим там. А им есть места? Им есть. Вот. Подождите, я тоже попросила место, мне сказали нет. А два человека вошли, и им места нет. У вас есть что мне ответить, господин Амбулович? Как мы делим людей? Почему я не могу пройти на другое заседание, а кто-то может? Почему вы молчите? Я вам задала вопрос. Вы меня не слышите? У вас плохо со слухом или что? Почему кто-то входит, кто-то не входит? Нет, ты видишь, реакции никакой. Ну, намапаются, ему нет. То есть мы для вас никто, вы даже не слышите, и не можете ничего ответить? Чий гэта дзіўны план? Чий гэта дзіўны план? Запитаємося. Спадар Миколай Самосюк, а скажіть, будь ласка, яким чином оказалися супрацовники, ще судове не відкрилося будинок, а вони вже були в залі? Мы спросили вас поддержать. Ні, я розумію. А як так отрималося, що вони, коли будинок був зачинений на обід, вони прийшли? Так це ваша операція? Ви придумали? Операция Или операція ЛІС? А ви ЛІСа операцію робили? Ні? Ви ЛІСа робили операцію? Сергей Сергеевич, не надо Вам за ЛІСа дали подполковника? мне дали полковника за мою службу, за выслугу лет. А, я думав, за ЛІСа ви так зробили феєрично. Сергей Сергеевич, ну вы же знаете нашу давнюю дружбу. Ну, я веду, с ЛИСом или Вы со что, мной? правду рассказываете? Хорошо, я правду рассказываю, что нет? Вы не вопросы сюда пришли задавать, а готовы? А я вам задаю питання. Мне не надо их задавать. Я, конечно, не надо. Ну, на адвоката задавать. Вы мне больше подобаетесь за адвоката. Подавать. Вы мне больше подобаетесь. Нет, мы подобайки вам стоять не будем. Коли ласка, можете не ставить. Спадар з метро так 100% не будет ставить подобайки. Наказали его за то, что машину не умеет парковать? А вы кто? Чем мы должны вам тут докладывать? Я податкоплательщик. Податковплательщик, Так. платите налоги. Ну, как вас кормить, так? Вы себя покормите. Не, я больше гляжу, что я вас больше кормлю, чем себе. У вас животик побольше, чем у меня, не? Ну, у вас тоже нормально. Ну, нормально. А летом вы там нормально оттягиваете от моего, так само. Мы ж не молоды, правда? Не, а при чем тут молодо? Ну, притом. Тут справа не в том, что молодо, не молодо. Право вот там. Сзади. Ну, добре. А тут вообще. Гэта был спадар Микола Самосюк, подполковник, выбітны міліцыянт, вядомы на всю Беларусь по операції «Ліс». Як АМАП затрымоўваў Ліса, гэта бачылі ўсе. Что? А не, ну что вы. Это вы скромничаете. Мы знаем ваш титанический стратегический мозг. Какие вы операции разрабатываете там. Затрымать жанчыну на 300 дней, там приехать в пятницу. Это мы ведаем, но. Все законно. Законно, ну. Расстреливали Законно. тоже людей по закону. Габреев так само расстреливали законно. Надо. Это с той плыни. Идите там, ответы. Вы за меня не переживайте. Вы за себя переживайте. Не, вы до иллюстрации доживете. Будете. Господар Олесь, як ви це розцінюєте, що до початку, до відкриття будинку суда вже люди у чоловічої вопроці вже сиділи там, з Ленінського РОВД. Ну, я могу вас повіншувати, тому що ви паралізували роботу всього Ленінського РАУСа города Бреста. Всі супрацовники РАУСа сьогодні знаходяться в цій залі. І працю не кинули, вони не займаються ні кримінальними справами, ні аховою громадяною. Вони прийшли, як вони кажуть, підтримати своїх потерпілих
супрацоўнікаў. Ну, вельмі дзіўна, што все это яны робяць у працоўны час. Павлюк, иди погляди, там все наши сябры з Ленинского Рауса. Заглянь. Ну. И он Светка. С ним лучше не спорь. Должен уже иметь богатый жизненный опыт. Нельзя? А, это Капуза ходил, такие похожи на несчастливого пенсионера. Ну, это Капуза. Я не завидую. Мне в Евроопт уладковаться на працу, конечно, это не... В Евроопт меня никто не поставит. Нема заслуг перед родимой. Ага. Там уже ваши нехай подходят. Ваши браты. Уборщики это вы. Это ось Документальная хроника. Это ж Капуза, який затримував Павла Камінського у 17-му році. Ви вбили його, ви, ні? Ответим в суді, ну добре. Мені не хоче відказувати, добре. Тоді відкаже в суді. Капуза тут. Капуза. Хто? Халабуда бачив її. Бачив її. Олесь, ти там додаш пару слов? это тяжко понимать. Тяжко? Ну я не веду, ну як так? Спецоперація не допустить звичайних людей на судовий процес до тебе. Суд Петрухина по клевете и образе. Потому что на суду увидели, что придут люди, будет вся зала забита. Ось приехали право... Оказалось, что незвичайными забиты. Приехали правооборонцы Валентин Степанович и Олесь Она Белянский. ничего не решает, это только книга. В черном халате, что если да, то да, если нет, то Вот люди нам вот Отправили принесли они свой... меня в этот самый. Нет, она сидит и сказала, я не имею к этому пропуску никакого отношения. Это делают только они. Вот я сейчас от председателя суда. Они меня отправили к они ней. должны согласовывать это. А она издание. сказала, я ничего не имею никакого отношения к этому пропускному режиму. Ни к входной двери, ни к судебному заседанию. Вот я сейчас говорю от председателя суда. Отсутствует такое понятие. Свободно краине. То есть я говорю, мне сначала сказали, найди стул, и ты будешь сидеть. Режимный. Когда я нахожу. Вот он же мне сказал, я ему же это и говорю, а он стоит и говорит, это к председателю суда. Я сейчас от председателя суда. Председатель суда сказал, я же вам такого не говорила. Если допустит, пойдешь и будешь. Это, слушай, ну это какой-то уже такой бред и цирк. Это же- Задача суда хозяин судья. Ну что у нас есть хозяева? Конечно, Быть семенчаком сядь. конечно. Да просто Есть рабы, это уже просто есть, смешно. есть міліціянти, які гэтых рабов ганяють, і есть гаспадари. Ось. Устроили просто цирк. Шоу. Только для чего? Кстати, я председателю суда сказала, что когда открылись двери в 2 часа, здесь, хоть на 2:15 заседания, уже был занят зал. Да, мы видим. Она опять же сказала, это я к этому не имею отношения. Георгий Александрович. Войтко, ведаем, это тоже добрый міліціянт. На И он меня затримовал. На гражданской машине следил за Петрухиным 30 августа. У тебя во дворе. Я ведаю. Все палишь Миколу, секреты Миколы все палишь. Ну вот этот большой был с 12 до 14. Вот я ему задаю, а он меня позвал к председателю. Ну давай, я тебе все расскажу. Я лично видела возле меня. По крайнему ряду с вот этой стороны сидели на даже там была, меня Ну, бачите, сябри, ну, мені насамрэч приємно, що така увага до мене у ленінського Рауса, ось, що дзеля мяне блокавалі службоўцаў. Ось, гэта... А? А то не
справиться. Опля. Опля. Павел, вы будете в якости свідки? Добре. Це Павел Камінський. Він буде свідчити. Нагадаю вам, що по матеріалах справи Сергій Ігнатюк лічиться на добрим уліку, і він там має ніякі узнагороди, має як грамоти? Подяки. Ось, від керівництва. Але я вам так само нагадаю, що Спадар Кришков 2 чи 3 роки тому, Спадар Кришков, який продав квартиру берестейця, який хворіє через алкоголь, ось, йому вручали так само грамоту, гроші хіба. Ось, і він зараз поїхав сидіти за зловживання владою і службовими повномочиями. Так що ці подяки, ну, на мой погляд, може нечто чогось і коштують, але. Ось людей не пускають. За скільки часу зараз? Сейчас скажу. 13. Ну, ось. Да, 13 минут. Раз 2 хвилини пойдемо у зал. А ось. Ось прийшла ще одна свідка. Ось. А если скажешь, что этот стул не выдержит? Люди прийшли зі своїми табуретками, із чого вельми прикалується Микола Самосюк. І він загнав своїх бойців загнав у залу і рже, нібито конь з людей, які прийшли зі своїми стульчаками. Остальные у кого есть стулья. Привітання, сябри. Де? Ось так виглядає зала. Глядите, це весь Ленінський раус. Він сьогодні не працює. Ленінський раус сьогодні не працює.